Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, нужны ли нашей современной молодежи такие герои, как, допустим, Федор Попов? Я хочу сказать, знаете, понятие «нужны» или «не нужны», оно неправильно, может быть, вопрос поставлен, потому что это память о том, чем люди жертвуют, ради чего люди жертвуют. Это память о том, что ради чего, ради кому мы живем там, чтобы, опять же, это про то, про свою людей, чтобы мы знали эту память, помнили. Это же гражданский подвиг, чисто человеческий, какой что, давайте, как говорите, отдать свою жизнь, понимая, там, идти за родину, это легко так, но на самом деле это боль, кровь, люди жертвуют собой, это по-христиански, если хотите, это по любой вере, это есть поступок чисто человеческий. Поэтому просто надо помнить об этом. А чтобы помнить, надо больше рассказывать об этом, более тщательно, более интересно. Не просто там плакат повесить, да, хорошо, ну и немножко хотя бы на этом плакате написать, рассказать, что это вот мы с Народном фронте делали такую акцию, нашли заслуженных, очень уважаемых, их немного осталось, ветеранов Великой Отечественной войны. И за свой счет мы разместили большие баннеры. Может, видели в городе, где, когда к 9 мая висели эти баннеры, Вересовой, трижды ордена, 3 ордена Красной Звезды. Вот на днях он умер, мы его потеряли. Вот, простились с ним. И ветераны уходят от нас. И пока они живы, надо отдавать. Мы же не только это для них делаем, это мы делаем для себя, эту память. Как о родных мы помним родных, да, своих. Это же не для них мы ходим, цветы возложаем на могилы. Это мы для себя о памяти. Поэтому прежде всего вот это для этого нужно, чтобы у нас была память, чтобы мы понимали, что всегда и были, и есть, и уже сказали, что и будут те люди, которые будут готовы отдать все ради своей Родины, ради помощи людей, спасения людей. Вот. И эти люди никогда не думают, что они вот совершают подвиг. Они об этом в тот момент никогда не думают. Вот недавно совсем, нет, это в марте, есть такой поселочек Нурага на Мегино-Канкалском районе. Они затеяли чтение, посвященное памяти чекиста Петрова. Кто знает чекиста Петрова? Знает, не знают. Но тем не менее, это было сделано республиканское такое соревнование, это сочинения, изложения, там различные. Очень много таких произведений сделали дети, и в память, не то что в память, а именно чекистам. Чекистам, то есть тем самым первым людям, которые стояли в основе нашего Советского Союза, основания там социализма и тому подобное. Я считаю, что вот и сегодняшнее мероприятие, оно должно быть. Это должно быть. Была, конечно, война, было совсем иные условия. То, что он сколько уничтожил, да, фашистов, будучи снайпером, да, он убил людей. Кто как, убийца, садист и тому подобное. Для нас он герой, потому что он эту тварь уничтожал, которые наших людей, наших детей, наших всех близких сжигали в домнах, в этих концлагерях. Обязательно надо. Это должны помнить люди, должны знать все жители, что можно, ничего не делая, дойти до того фашизма, который был раньше. И опять же такие герои появятся. Лучше бы, конечно, их не было. Не было бы войны. Это было бы лучше. Но об этом знать надо, об этом напоминать надо. И обязательно надо вести линию такую, чтобы их помнить, чтили наших героев. Здравствуйте. Спасибо большое, то, что пришли сегодня. Меня интересует такой вопрос. Как вы преодолевали страх во время выполнения боевого задания? Я солдатом служил по призыву. Это считается срочная служба. Приказ не обсуждается, приказ выполняется. Этим сказано все. Это кредо солдата. Приказ надо выполнять. Там думать о чем-то. Геройский поступок не надо. Приказали, надо выполнять. И все. Истоки берутся от родителей, от воспитания домашнего, от деда, от матери, от отца. Воспитанный человек никогда не будет равнодушен.
на это стопудово. Спасибо. Первый вопрос я легко отвечу про страх, потому что нормальный человек, если у них нормальная психика, у него развит должен быть инстинкт самосохранения. И он все равно боится. Хотя мы, когда на прыжках, конечно же, все улыбались и подбадривали друг друга. А потом, когда уже приземлялись, там тайно друг другу признавались, что чуть не обделался, мол, вообще. Вот. Но надо уметь преодолевать вот этот инстинкт и делать то, что ты должен сделать. То есть преодолевать страх. Вот это вот сила воли, как угодно, по-разному называется. Но это умение, это воспитывается, это закалка и так далее. И наоборот, были такие, что очень бравые, кричали много, где эти там душманы или так далее, а сами вот или на прыжках не могли их вытолкнуть из самолета, то есть не могли, это там 4 человек не могли выбросить, как говорится. А второй вопрос очень сложный. Как с этим бороться? Человек, у него присутствует такое, как эгоизм. То есть если у тебя не заложено воспитание, что ты должен быть честным и неравнодушным и по отношению к себе и к другим, то начинается вот такая уход, как говорится, моя хата с краю. То есть вот кто-то хамит, матерится, просто даже вот ведет себя недостойно, да, в автобусе. И будут сидеть 4-5 мужиков, а то и полный в автобус, и все будут молчать. То есть никому это не нравится, что этот пьяный себя так ведет. Я помню в советское время, пример, может быть, в советское время сейчас неудобно уже проводить. В метро, если заходил пьяный, там ни милиции никакой не надо было. Там все бабушки, женщины как начнут. И вот, ах ты такой, сволочь, это все такое. То есть люди не реагировали моментально на такие вещи. То есть вот поэтому сейчас у нас вот какой-то в обществе есть, давайте честно признаемся, элемент, когда я пройду тихонько, меня это не касается, меня ж пока не трогают, меня это как бы не коснулось, вот, как-то вот, ну не знаю, вот я бы не хотел сейчас однозначно вот так сказать, как с этим бороться. Если бы мы точно знали, ну кроме одного, извините за банальность, это все-таки уже прозвучало. Это все-таки воспитание, прежде всего, от родителей. Конечно, школа, преподаватели и улица воспитывает нас. Там. Мы мужиками там, в первую очередь становились на улице, когда защитить свою честь, там, подраться там, и так далее. Там, да? Но все-таки это личный пример. И если этот подросток будет видеть, как его отец ведет себя, если он уважает своего отца, он точно такой же будет. И если он будет видеть, что отец всегда прячется, не проходит мимо в таких каких-то безобразий, я бы сказал, ну, где нужно было хотя бы слово замолвить, ну, хотя бы сделать замечание, то, конечно же, вот пойдет от этого все. Поэтому, кроме воспитания, сейчас какой-то вот такой законы, да, мы можем ужесточить законы, можем там, у нас же есть там за оставление людей там в опасной ситуации, да, неоказание помощи. Но мы много случаев знаем, что мы их привлекли за это. Как правило, проходит мимо, ничего. Я не хотел бы сейчас приводить пример со своей собственной жизни. Очень такой негативный пример. Вот, поэтому не буду. Касается моей личной жизни, где я очень, ну, скажем, в моей судьбе произошло очень большое несчастье. Поэтому как раз из равнодушия. Вот, и этого бы не было, если бы люди не проходили мимо. Вот как-то так. Хотел немножко добавить, вот у нас вопрос насчет страха, да. Здесь, понимаете, тоже вот ситуации в жизни разные бывают. И где-то нужно этот страх преодолеть, чтобы справиться с какой-то ситуацией. А где-то надо, наоборот, к нему прислушаться. Потому что бывают случаи, когда, вот, допустим, тоже спасение на воде, вот у нас случаи такие были. Человек, не рассчитывая свои силы, стремится на помощь утопающему и гибнет сам. И это, то есть
Так бы один человек утонул, а так двое, получается, тоже здесь. Здесь нужно тоже так бы разумно подходить к таким вот вещам. То есть, сломя голову, так сказать, бросаться, так сказать, в омут тоже не стоит. То есть, нужно всегда как бы иметь и здравый ум. То есть, где-то нужно именно преодолеть страх, а где-то нужно к нему прислушаться. То есть, тут тоже как бы вот такой вопрос очень сложный вот в жизни. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как происходит отбор на службу на горячих точках? Ну, я отвечу. Я много лет работал по работе с личным составом, соответственно, в строевом подразделении. Как все это происходит? Ну, сперва желающий подает рапорт на прохождение службы в Северо-Кавказском регионе. Потом уже после этого комиссия рассматривает и направляет на тестирование, психологическое тестирование. На основании тестирования тоже данного сотрудника, опять же, направляет на комплексное тестирование. Там уже проходит он Центр психологической диагностики, еще много медицинских осмотров. После этого ему выставляется там данный человек, что может пройти службу, связанную именно с риском, и потом уже направляет на командировки. Добавлю. Это сказано про сотрудников МВД. Да. А мы вот солдаты, срочники, которые служили по призыву. Ну, на примере себе скажу, меня вызвали в штаб, у тебя звание подходит, старшиной был, звание подходит, мы тебя отправляем в другую часть, и все. И дали командировочный лист, там было написано «Станция Загустай». А это где станция, не знаю, никто не говорит. Нас так из Манчжурии до Гусиноозерска так привезли. В Гусиноозерске только узнали, что нас отправляют в Чечню. Там неделю подготовили, отправили в Екатеринбург. Там тоже неделю подготовили. Оттуда уже прямым бортом в Моздок. С Моздока на вертушках до Грозного, Ханкала, а нет, Северный. А с Северного уже на машинах. Вот, как впредь сказал, это с солдатами мы служили, там приказ не обсуждается, сказано, сделано, приказано, выполнено. Спасибо. Вот такой вопрос будет. 11 декабря здесь пройдет вот, фестиваль патриотической песни «День героя». А какие у вас есть любимые патриотические песни? Песен много, их не перечесть. Но военные песни все нравятся. От современных, ну, ансамбль ВДВ, как его, «Синие береты». Голубые береты, а синева вот ближе всех. Из кинофильма «Офицеры», конечно, однозначно. Ну и афганцы, это все, это, естественно, кто у нас поет? Их очень много. Понимаете, даже каждый год призыв это в Афганистане свои песни были. Очень большой, огромнейший такой это набор. Ну, я хочу сказать, конечно же, присоединяюсь к ребятам, эти песни, но из тех времен, которые вот советского, и до сих пор у меня запала в душу песня «С чего начинается Родина». Она, может быть, сейчас не так модна, но она очень актуальна. Но из времен Афгана это Розенбаум «Черный тюльпан». Вот. Ну, вот с сегодняшнего дня патриотической песни у меня несколько, но опять же, это тем ансамбль, кроме «Голубых беретов». Это, ну, понятно, что это ближе нам, такие ансамбли, которые к нам ближе по духу современных, ну, знаете, как
Сейчас вот фамилию забываю. Сейчас помню. Певец. Ну, тематика, опять же, военная, и про десант, и про десантные войска, вот, и про Афганистан, и маршал поет, неплохая песня есть. Вот, сейчас вот, понимаете, уже... Ведь хорошие песни такие, которые вот на все времена, они рождались вот как раз в те времена, когда и происходили эти события. Великую Отечественную, да, это знаменитые песни, вот, которые запали всем в душу, бьется в тесной печурке огонь, да, слова мы все знаем. Ну, в Афганистане, когда были события, в Чечне были события, тоже песни есть, которые... Вот, поэтому, наверное, каждое время рождает свои песни, своих героев, и мы вот прошли вот это все, впитали в себя вот это все. Поэтому выделять какую-то из этого периода, какая-то вот эта лучшая песня, нет, у каждого периода есть своя песня. А с чего начинается Родина? Для меня песня на все времена. Сейчас вот, ребята, есть возможность, это в Ютубе очень много таких вот песен, клипов. Вот, можно зайти, посмотреть. Вот у нас недавно, буквально у нас это Николай Григорьевич, группа Ростов приезжала. Олег Гонцов, значит, создал фильм «Афганистан до востребования». Вот, и они приезжали сюда, вот здесь выступали в КЦ ИГУ. Вот, зайти посмотреть, очень интересные песни. Тематика, конечно, шикарная, слова там все, там песни такие, они по ситуациям, по определенным вот расположены. И зайти вот так вот посмотреть, группу Ростов набрать, и там много интересного, ребята, найдете, почерпнете. Вот, есть, значит, группы, вот есть «Черные береты», тоже можно это самое зайти посмотреть. То есть песен это самое очень много. Вот. Про танкистов очень много. То есть абсолютно разные. Вот. То есть спектр очень хороший. И потом многие же песни, как сказать, написаны не просто как бы вот от фонаря, а написаны теми людьми, которые очень многое прошли, очень многое пережили. И их, поэтому эти песни очень приятно слушать. Не только музыку, но и самое главное слова, текст этих песен. Очень глубокий такой, со смыслом. Поэтому вот хотелось бы, чтобы молодежь больше слушала таких вот песен, росла на них. Спасибо. Здравствуйте. Сейчас срок срочной службы составляет 1 год. Как вы думаете, хочется узнать ваше мнение, особенно тех, кто служил на горячих точках. Самый оптимальный срок, сколько должен служить солдат? Ну, год это однозначно очень мало. Получается 6 месяцев лопата, и получается до года автомат в руках уже не держит. Вот так вот скажу. Это 2 года. 2 года, да. Категорично против этого года. Через год только начинает становиться специалистом. Военная специальность, она намного сложнее, чем гражданская, любая. Любой водитель военный в 1000 раз лучше водителя, даже нашего вот на севере. 2 минимум, служили 3 года. Конечно, 3 года это было бы идеально, но 2 это пойдет. Еще вопрос. Относительно недавно говорили вообще о полном переходе срочной службы именно на контрактную форму. Как вы думаете насчет этого? Вы знаете, да, правильно вот ребята сказали, что военные специальности сейчас становятся все сложнее и сложнее. Сейчас недостаточно держать в руках автомат. У тебя еще и должна быть военная профессия. То есть ты должен, управлять, связист или, неважно, ты артиллерист, в любой области нужны большие знания. Поэтому сейчас в армии, ведь кроме физической подготовки и стрелковой обучаются техники, обучаются различным программам уже. Вот. Все это, вот, что мы сейчас видим на гражданском обществе, компьютеризация и цифровизация, да, вот, она все это в армии тоже присутствует, только умножайте на 2. Армия и военные технологии всегда идут впереди. Поэтому, чтобы освоить это, конечно, и
получить высококлассных специалистов, нужно время. И тут даже время, и я бы добавил и опыт, в том числе и боевой. И, конечно же, в этом должна контрактная система быть. При хорошей оплате. Очень, я думаю, что вот на что, вот хорошо, что у нас вот вовремя эти и правительство, и президент это понимали и сделали все, чтобы у нас армия, офицеры получали достойную заработную плату, а если боевые офицеры принимают участие в боевых действиях, тем более. Вот, поэтому единственное, что хотел бы сделать замечание, кроме похвальбы, сделать замечание, что недостаточно еще делается того, чтобы те, которые прошли боевой опыт, имеют, выполнили свой долг, потеряли здоровье, а государство иногда забывает об этом, помогать таким людям. Вот мы должны понимать, чтобы сейчас мирное время теряют и рискуют своей жизнью, теряют здоровье люди для того, чтобы не было войны, чтобы жили все остальные спокойно. Общество должно это тоже осознавать, понимать, а не говорить, что ну а что, мы же вас и так уважаем. Что вам еще нужно? Поэтому лишнего никто ничего не просит, мы уже не просим ни квартир, ничего. Сейчас только единственное, это обратить внимание на здоровье, которое уже у тех, кого оно подорвано, у кто с ранениями, у кого уже возраст большой. Вот. Постараться помочь ребятам получить земельные участки. То есть элементарные вещи человеческие, которые не требуют больших денег. Вот. Ну и, конечно же, больше нужно выделять денег и на поддержку патриотического воспитания. У нас сейчас на энтузиастах все держится. Люди бесплатно работают. А мы хотим, чтобы и говорим везде, заявляем, что патриотизм – это наша главная идеология в стране. Если это главное, то на главное всегда выделяется больше денег. Как я сейчас говорю в парламенте, если мы в Конституции прописали, что в приоритете у нас должны быть дети, оставшиеся без попечения родителей, и многодетные семьи, то это должно быть на деле сделано. Финансирование должно быть. И я там прям ругаюсь и доказываю, что именно на это надо выделять деньги. Если мы это в Конституции прописали сейчас, приоритет. А потом уже приоритет все остальное. А у них, говорят, у нас приоритет сейчас вот культурный центр, у нас мост. Да все правильно, мост, но это немножко другое. Поэтому я хочу сказать, что, наверное, общество вот должно тоже помогать и осознавать вот это, о чем я сказал, что контрактники сейчас и содержать армию, да, дорого, но мы, давайте откровенно скажем, вы, может быть, этого и сейчас не ощущаете, а я слежу за международным, мы стоим на грани войны, мы вот в одном шаге, мы сейчас решаем какие-то повседневные, мы стоим на грани огромной войны, которое человечество не знало еще, понимаете? НАТО уже впрямую сказали, да, мы рассматриваем использование против России атомного оружия. И здесь сидящиеся завтра могут уже быть на передовой кто-то. Воле судьбы. Мы же также попали. Я просто в армию попал, а потом уже воздушно-десантные войска, потом меня занесло. Вот как. Это судьба. Это не я выбирал даже. Меня занесло, как говорится. Хорошо это или плохо? Когда мне говорят, ну тебе не повезло, тебя ранило. А я говорю, как мне не повезло? Меня ранило, я отлежался и живой. А ребята, которые со мной были, они через неделю погибли. Повезло и не повезло. Это все познается в сравнении. Поэтому давайте будем помнить, наше общество должно, наша страна должна помнить, что армия – это для нас очень важно. И на нее нельзя никак жалеть денег, или как бы правильно сказать, чтобы мы были под защитой. Вот защита – это прежде всего, а потом уже, да, нам надо налаживать экономику и так далее, и наши бытовые вопросы решать. Поэтому контрактная система должна быть. На сегодняшний день, вот кто идет в армию, да, они имеют право выбора. Либо ты идешь срочником, либо пишешь контрактником, то же самое на 1 год. То есть это же подготовка этого человека, этого военнослужащего, солдата, для того, чтобы он продолжал. Контрактная служба необходима, нужна. Нужны специалисты везде, тем более в армии. Есть такое выражение, то государство, которое не хочет кормить свою армию, рано или поздно начнет кормить другую. Вот поэтому здесь, конечно, да, вопрос, конечно, очень сложный, не сложный, а серьезный, потому что вот по патриотическому воспитанию дело в том, что у нас вот
патриотизм вот в нашей стране, как бы вот он есть, но он недостаточный такой вот, то есть недостаточно уделяется внимание вот этой патриотической работе. Она должна проявляться на всех уровнях абсолютно. Вот. И начиная, конечно, вот со школьной скамьи, вот, создавать военно-спортивные, патриотические клубы, объединения и так далее. Вот, и делать это не на словах, вот, и отмечать там, сколько, допустим, там у нас всего там клубов и так далее, да. А здесь нужно конкретно, чтобы у нас оно развивалось, и была здесь государственная программа, серьезная, с финансированием и так далее, с подготовкой специалистов. И это все развивалось и поднимало нашу молодежь. Потому что дети хотят, дети стремятся к этому, но нет возможности. Возможности у учителей очень ограничены, и здесь как бы вот материально-техническая база очень слабая во всех школах, и в городе, и в республике это вот у нас такое есть. Поэтому вопрос очень серьезный, и здесь, мне кажется, что нужно на уровне правительства этот вопрос решать, поднимать и обеспечивать материально-технической базой прежде всего, обновлением этой материально-технической базы, финансирование различных этих мероприятий, вот, чтобы это все, как говорится, ну, волной такой было, поднималось, 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 чтобы это все росло по нарастающей. Вот тогда толк будет, тогда у нас и дети будут развиваться. Потому что сейчас даже он элементарно, вот, допустим, там, ну, ребенок, дети есть, которые действительно хотят, допустим, там с парашюта прыгнуть, например, да. В советское время, пожалуйста, занимались, это аэроклубы, все. А сейчас, пожалуйста, один прыжок 5000 стоит. А детей мы должны готовить к армии, к службе в армии. Поэтому здесь вопросы очень сложные, их очень много, поэтому я думаю, мы, наверное, здесь смысла нет их поднимать и обсуждать, вот, а так вот просто отдельно где-то это все потом собраться и озвучить. Спасибо. Я вот сейчас скоро уйду, поэтому вот тему затронули такую вот, очень важную. Я волей, опять же, судьбы был председателем в советское время ДУСАВ города Якутска. Мы проводили разные мероприятия, у нас были развиты такое, как мотоспорт, авиамодельный спорт. Ну, много-много проводили слетов. И я хочу сказать, что вот ДСАФ финансировался Министерством обороны. А сейчас это коммерческая структура, по большому счету. И они выживают. То есть идите, зарабатывайте деньги, и эти деньги тратьте на патриотическое воспитание и военно-технические прикладные виды спорта. Знаете, это неправильно. Тут должно быть государство участие. Поэтому вот приложу все свои усилия, что, как говорится, что получится, не знаю, но буду стараться, чтобы именно и ДУСАВ финансирование получал государственные заказы на выполнение конкретных каких-то вещей. Вот как сейчас мы собрались, наверное, благодаря вот какой-то программе, да, там мне сказали, что есть в рамках определенного гранта, который вот, по военно-патриотическому вот воспитанию, да. Да, ну, как бы не было, но это грант, да, это помощь государства есть. Вот. Не знаю, грантами или как, но чтобы ДУСАВ, мы сейчас, я почему это затронул? Да потому что мы сейчас, вот ветераны боевых действий, вокруг ДУСАВа и объединяемся. Если какое-то мероприятие, то мы там. Наш самый уважаемый из наших рядов человек, Черных Сергей, долго возглавлял, боевой офицер, возглавлял ДУСАВ. Тоже не потому, что там какие-то деньги там получал, потому что человек был патриот. И вот все время говорить о том, что патриотизм для нас главное, а ничего для этого не делать, это не есть правильно. Поэтому мы все должны об этом говорить. Вот сейчас я использую вот эту трибуну, сейчас как раз и заостряю на это внимание, что государство должно больше уделять не только внимание, а конкретно финансирование таких проектов, как сегодня, как ДУСАВ, как ребята, вот Николай Григорьевич проводит, и мы все вместе тут бегаем и собираем какие-то средства на проведение этих мероприятий и так далее, чтобы поддерживать, если хотите, таких людей, которые занимаются патриотизмом, но тоже должны получать как-то поощрительные деньги, не знаю, такие гранты и так далее на поездки и так далее, ребят. Они должны это чувствовать. Поэтому все это в советское время было. Школа комсомола, вот эта школа, она очень сейчас почему-то не востребована. Но я думаю, что все в наших силах поправить. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Как вы думаете, насколько важно патриотическое воспитание молодежи в нашем современном мире? Спасибо.
Но патриотическое воспитание в нашем современном мире, оно, во-первых, всегда было очень важным, не только сейчас. Вот, во все времена оно было, есть и будет, точнее должно быть. Вот, поэтому здесь на самом деле вопрос достаточно широкий, вот, потому что патриотическое воспитание это как бы он такой емкий вопрос, вот, включающий в себя очень много различных факторов. Вот, то, что мы сейчас вот буквально затронули тоже с Валерием, это опять же таки оснащение материально-технической базы в школах, допустим, да, вот, привлечение специалистов, бывших военных, вот, для того, чтобы могли работать с молодежью. Это значит у нас опять же вот отношение к ветеранам, к ветеранам тыла. Вот это тоже вот если у нас, допустим, вот есть ветераны такие, которые, допустим, ну, ветераны тыла, допустим, да, за 90 лет там они до сих пор там печку дровами топят, там воду таскают. Вот. То есть это тоже вот как бы такой вот патриотизм, он тут вопросов очень много на самом деле. Вот. И одним, как говорится, словом не скажешь. На самом деле, да, конечно, вот у нас должно такое быть общегосударственное такое понимание, вот, понимание, значит, вопросов прежде всего, конечно, о ветеранах. Вот, о ветеранах, те, которые уже в запасе находятся, кто уже отслужил, ветераны боевых действий. Вот здесь тоже должна быть государственная поддержка очень серьезная. Вот. Это, опять же таки, поддержка подрастающего поколения, чтобы дети могли расти, развиваться и могли не только, допустим, вот в пределах нашей республики, например, развиваться, да, но и также вот по обмену опытом выезжать там на соревнования какие-то там в Крым, допустим, туда же вот, на Дальний Восток куда-то вот. Это поднимать спорт, чтобы он был очень доступным для всех детей нашей республики, нашего города. Потому что сейчас у нас в основном все платно делается, вот, в отличие от советского времени. Вот, и массовости ее как таковой нет. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у нас это все было, и дети как можно больше привлекались к спортивным мероприятиям, к оздоровительным, к таким не к разовым мероприятиям, вот, чтобы они были систематическими, постоянными. Вот, и постоянно, чтобы это дело все как-то финансировалось, развивалось. Вот, ну, как-то так вот у меня вот такие вот. Патриотизм был всегда во все века. Наверное, все помните все войны, да, кто там воевал. Действительно, патриоты. На сегодня нужно или нет это патриотическое движение. Вот мы в 1986 году пошли в поход на пояс самолета по Ленд-Лизу. То есть это американские самолеты через Якутию летели и уходили на войну. Вот мы в 1986 году работали в ППС, и там у нас было 5 сотрудников милиции, взяли мы с собой 2 пацанов, школьников. И вознаменование 7 ноября, вы понимаете, что такое 7 ноября, да? И мы пошли через хребет Черского. Были с нами вот эти 2 школьника. Они, конечно, холод, лютый мороз такой. И вот это был патриотический такой поход, да, экспедиция. После этого один из этих пацанов, я уже недавно его увидел, он после этого поступил в милицию, дослужился до подполковника. Сейчас он работает и как бы даже не работает, а служит. Он стал батюшкой в Ленске. То есть этот патриотизм был нужен в 1986 году, да, 1986 году, и до сегодня он тоже нужен. Еще немножко добавлю, да, вот патриотизм, ребята, он вообще начинается, по идее, вот с малой родины. Это прежде всего любовь к своей малой родине, к городу, к деревне, к селу, там, вот, к своей природе. И потом уже в дальнейшем он уже, так сказать, перерастает уже более что-то крупное, масштабное такое вот. Есть у нас вот в Тикси там арктическая гимназия, вот, и Самойлов Валерий, такой есть преподаватель физической культуры. Они вот с Тикси, с ребятами пешком, значит, до Якутска на лыжах дошли. И этот процесс у них был трижды, то есть 3 раза они ходили с Тикси до Якутска. Это вот, ну, 2 месяца где-то ходьбы у них ушло на все это. Вот. Обратно потом ходили. И вот в прошлом году они тоже к 75-летию Победы тоже сделали такой вот переход. И брали с собой школьников. 2-3 человека школьников, обязательно старшеклассников, для того, чтобы это дело все передать детям, как вот этот опыт. Опыт колоссальный, конечно, вот. Но это тоже, я считаю, что один из видов патриотизма, патриотической работы. Вот. Потому что освоить такой вот пройти и, как сказать,
вот это, через эти трудности вот прививается как раз любовь к природе, любовь к тому краю, где ты живешь. Вот, и отсюда все как бы начинается. Вот, и у нас тоже хотелось бы, чтобы такое вот развитие было в школах, вообще в республике, вот, чтобы дети могли путешествовать хотя бы по республике. Вот, у нас республика очень богатая, очень обширная на природный ландшафт, реки горные и так далее. Вот, и этого дети, конечно, не видят. Вот. А как можно любить свою родину, не видя вот тех красот, которые в которых ты родился, в которых ты живешь? Поэтому здесь, конечно, вот нужно, мне кажется, обязательно вот эту вот программу или политику такую вот проводить, вот, нашим детям давать больше возможностей путешествовать именно по республике. Вот, потому что республика очень обширная, очень огромная и очень красивая. В разных своих проявлениях, в разных регионах республики. Вот, что Тампонский район, что, допустим, в Тикси туда вот на север, вот, на юге и так далее, на западе республики. Поэтому вот хотелось бы, чтобы у нас тоже вот такие вот программы появились вот для школьников, вот, и можно было им совершать какие-то такие вот путешествия по нашей республике. Спасибо. Наша встреча подходит к концу. И вот в конце хотелось бы послушать от вас напутственные слова для молодежи и участников фестиваля «День героя». Ну, участникам, конечно, победы тут по-любому, да? Это ясно. А кто не займет первое место, тот пусть участвует дальше, продвигается, когда-то достигнет высот. Ну, а молодежи что пожелать? Пожелать, чтобы они были точно такие же, как молодежь была 20-х годов, 40-х, 50-х, 60-х, чтобы равнялись только на достойных людей. Ну, молодежи хочется пожелать, во-первых, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы они укрепляли свое здоровье, а не портили его вредными привычками и прочими. Основная задача, я считаю, что это человек должен заниматься спортом, заниматься закаливанием и заниматься собой, развитием своего, так сказать, внутреннего потенциала. Вот. И когда у нас будет здоровое поколение, соответственно, будет у нас здоровая армия и здоровая страна. Все, спасибо. Ну, если сравнить вот с периодом СССР и сейчас, я всегда завидовал и завидую вот нынешней молодежи, потому что сейчас время технологий, время возможностей. Вот раньше, что такое интернет, вот это у нас понятия не было. Сейчас, сидя в любом уголке, мы можем весь мир обойти через вот интернет-сеть. Соответственно, исчерпать для себя нужную информацию. Все в ваших руках, все зависит от вас. Ну Спасибо. что ж, дорогие друзья, дорогие гости, благодарим наших уважаемых гостей за содержательную беседу. До новых встреч, друзья. Спасибо всем.